Донайортис. Добрый день, уважаемые жители республики. Сегодня вам расскажу об очень важном решении, которое было принято на республиканском оперативном штабе. Это отмена QR-кодов. В соответствии с решением оперативного штаба я сегодня подписал соответствующий указ. Итак, обо всем по порядку. Принятие такого решения – это, безусловно, улучшение доступности для вас, уважаемые жители республики, ну и, конечно же, поддержка экономики, которой так сейчас нуждается и республика, и страна в целом, но сегодня мы говорим о республике. Итак, какие же ограничения будут сняты в соответствии с подписанным указом? Ну, во-первых, как я уже сказал, отменяется требование к предъявлению посетителями публичных учреждений QR-кодов или медицинского сертификата или отрицательного результата ПЦР-теста. Кинотеатры, театры, театральные, концертные организации, учреждения клубного типа, организации, осуществляющие проведение спортивных мероприятий, разрешено работать со 100% заполняемостью залов. Отменяется требование к работодателям по переводу работников в возрасте 60 лет и старше, а также лиц с хроническими заболеваниями на дистанционную удаленную работу. Отменяется требование о переводе 50% сотрудников организации на дистанционную работу и требование не менее 3 раз в неделю проводить обследование работников на новую коронавирусную инфекцию ПЦР-тестирования. Ресурсосберегающие организации могут вернуться к обычному режиму приема посетителей. Ранее этим организациям было рекомендовано обслуживать граждан по возникающим коммунально-бытовым вопросам только дистанционно. Также с 11 марта предоставление государственных, муниципальных и иных услуг в помещениях органов власти, многофункциональных центрах, в центрах по предоставлению госуслуг, в сфере социальной защиты населения, также проведение личного приема граждан разрешено без предварительной записи граждан. И еще одно изменение в действии режима повышенной готовности. С 18 марта на повседневный режим работы перейдут нестационарные организации социального обслуживания и организации с круглосуточным пребыванием детей, также дома-интернаты для престарелых и инвалидов, психоневрологические интернаты, стационарное отделение при центрах по предоставлению государственных услуг в сфере социальной защиты населения. И теперь несколько слов об эпидобстановке. Как я уже сказал, мы действительно снизились. За сутки выявлено 280 случаев заболевания коронавирусом. Вчера, напомню, было 442. Но основное количество заболевших – это Сыктывкар. 214 из 280. Ну и все-таки остаются такие локальные очаги заболеваемости коронавирусом. Это Ижемский район 29 случаев, Усинск 22 случая. Ну и дальше по снижающей Кайгородский район, Воркута, Печора, там буквально единичные случаи. В остальных муниципалитетах, по сути, не регистрируется заболевание коронавирусом. По коечному фонду мы активно сокращаем койки. Развернуто у нас на сегодняшний день 1762 койки, 140 коек мы сократили. И занято у нас на сегодняшний день 1128 коек. То есть на вчерашний день было больше, 1236. То есть поэтому мы активно сокращаем для того, чтобы не занимать койки и не расходовать на них бюджетные средства. На сегодняшний день у меня вся информация, уважаемые жители республики. Всего вам самого доброго. До следующей встречи.